В эфире новости в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Прямо сейчас о последних событиях. Необычное занятие для министра обороны. Сергей Шойгу провел экскурсию для журналистов. Крымские заправки без газа. Наш корреспондент выясняет причины. Из Москвы в Ялту участники автопробега, посвященного Дню памяти, прибыли в Крым. Крымско-татарский поэт, литературный критик, публицист и общественный деятель. В честь 110-летия Шрефа Шемизаде в Крыму провели памятные мероприятия. Объезжать весь Крым по периметру. На полуострове состоялся забег мечтателей. Об этом и не только в течение 20 минут. В Евпатории сегодня произошел пожар. Горел пансионат «Арсенал». По данным МЧС, загорелась крыша одного из зданий комплекса. Огонь распространялся и на другие корпусы пансионата. По предварительным данным, пострадали 3 человека, а среди них есть и ребенок. 30 человек эвакуированы. На месте работали 6 отделений пожарно-спасательной службы. Причины устанавливаются. Площадь пожара к моменту приезда спасателей составляла порядка 200 квадратных метров. Очень высокая пожарная загрузка была, перекрытие, кровля, все это было выполнено с применением горючих материалов. Огонь с крыши перекинулся на номера. Спасатели в составе звеньев газодымозащитной службы обследовали номера на наличие людей. Экскурсия из уст министра обороны Российской Федерации. Редчайшая возможность увидеть Сергея Шойгу за непривычным делом. Увлекательное путешествие по Константиновской батарее проводит лично министр обороны, который также является президентом Русского географического общества. Ядро прилетало, оно должно было скатиться и попасть вон туда. Высокопоставленный гид признается, волнуется, хотя это не первая его экскурсия на Константиновской батарее. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывает об истории крепости с момента ее основания Суворовым до наших дней и о том, как совсем недавно сам помогал возрождать сооружение из руин. 6000 кубометров разного мусора и грязи вывезли отсюда для того, чтобы вы увидели все то, что было изначально. Эти стены хранят отпечатки великих событий. Они символ героизма. Константиновская батарея была построена в 1840 году. Крепость выстояла во время обороны Севастополя в Великой Отечественной войне. Это первый в истории телевизионный баттл гидов. Русское географическое общество объявляет всероссийский конкурс «Лучший гид России». Цель этого проекта – найти самых увлеченных и талантливых гидов, способных влюбить свой регион в всю страну. Выступая в необычной роли экскурсовода, Сергей Шойгу поддерживает всех участников конкурса РГО «Лучший гид России». Это не книга, это не фолиант, это не рукопись, которую можно переписать. Это наша история, которая хранит в себе память о подвигах. Все, что нужно для участия в конкурсе, снять увлекательный 2-минутный видеоролик на русском языке, содержащий яркий рассказ о культурной, музейной или природной достопримечательности вашего края. София Шукурова, телеканал «Миллет». В Крыму на 26% увеличился поток туристов. По сравнению с прошлым годом, в начале лета Крым и Анапа стали самыми доступными морскими курортами. Недельный отдых на двоих с перелетом из Москвы туристам обойдется в 20-22 тысячи рублей. Об этом доложил сегодня президенту Владимиру Путину глава Ростуризма Олег Сафонов. К сезону на полуострове увеличились пляжи до 431. Произведена модернизация и реконструкция 81 отеля и санатория. Наибольший рост востребованности среди российских курортов демонстрирует Крым. По состоянию на 1 июня с начала года посетили более 1,5 миллиона человек, рост на 26,5% по сравнению с предыдущим годом. В связи с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту, нового пассажирского терминала в Симферополе, ожидается, что количество туристов в этом году вырастет на 20% и превысит 6,5 миллиона человек. Строительство 2 теплоэлектростанций завершено. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. В настоящее время на площадках строительства продолжаются пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования электростанций. Напомню, 2 крымские ТЭС в Симферополе и Севастополе мощностью по 470 мегаватт. Каждая состоялась в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Вот в эксплуатацию первых блоков теплоэлектростанций
тепловых электростанций было запланировано на сентябрь 2017, а во-вторых, в 2018 году. Однако сроки запуска первой очереди была перенесена на 2018 год из-за задержек с поставкой турбин. По последнему решению правительства Российской Федерации первые блоки электростанций должны быть запущены в эксплуатацию до 1 сентября этого года. Крымские заправки без газа, увеличение количества автомобилей или проблемы с паромами и поставками. Основные причины выяснял наш корреспондент Энвер Аблязис. На крымских заправках мистическим образом исчез газ. Официальных ответов на вопросы о дефиците голубого топлива пока не было. На протяжении нескольких дней на автозаправочных станциях полуострова наблюдается дефицит газа. По предварительным данным, связано это с сокращением объемов поставок через пролив. Однако у тех крымчан, которые ранее успели приобрести талоны, возможность заправить свои автомобили все-таки есть. Ну, по талонам у нас, конечно, проходит газ. А без талонов? Ну, без талонов нету. Сколько не будет его? Ну, этого я тоже не знаю, нам об этом не сообщают. Эксперты отмечают, что проблема связана не только с перебоями поставок, но и с началом сбора урожая в республике. Комбайны и машины сбора зерна в летний период потребляют больше газа, а они, как правило, получают топливо в первую очередь. Влияет и увеличение количества автомобилей, но у крымских водителей своя версия на этот счет. Ну, специально делают, чтобы цену повысить на него, вот и все. Сделают сейчас ажиотаж такой, и все будут потом заправляться, по какой бы цене его не выкинули. Не знаю, где заправиться, уже заправок 10 объездил, до сих пор газа не нашел. Ну, придется бензин заправлять. Еще одна версия проблемы с поставкой газа – чемпионат мира по футболу. На время его проведения были введены ограничения по перевозке опасных грузов в вагонах. А вот с бензином проще. Его вдоволь на любой заправке. Представитель одной из крымских компаний сообщил, что цены на бензин стабилизировались. В ближайшее время стоимость 1 литра высшей марки не будет переваливать отметку 50 рублей. Версий и догадок о причинах нехватки топлива немало, и сколько еще ждать цистерны с материка, пока неизвестно. Энвер Аблязис, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. В сентябре цена за электроэнергию для жителей общежития снизится почти на 50%. Сегодня в Симферополе состоялась встреча Сергея Аксенова с министром топлива и энергетики республики Вадимом Беликом. На совещании обсудили тарифы на свет, оплачиваемые жителями общежитий, у которых нет центрального отопления и газа. В данный момент из 384 общежитий Крыма только 22% платят по тарифу рубль 93, а всем остальным приходится платить 2 рубля 43 копейки. Такое неравенство связано с тем, что жители не оформляют собственное электрооборудование. Сергей Аксенов поручил министрам провести выездную комиссию и снизить цены до 1 рубля 93 копеек. Сделайте один раз эту работу, проведите инвентаризацию, помогите жителям перейти на меньший справедливый тариф. Договорились? Договорились. Работа эта должна быть до 1 сентября завершена. Вадим Данилович. Выполним. Земельные и жилищные проблемы, газификация мест компактного проживания крымских татар, вопросы гражданства и справок о реабилитации. С такими вопросами сегодня крымчане обратились к председателю Госкомнадзора Ленуру Абдураманову. Обратились и жители села Андрусово. У них на протяжении 20 лет нет питьевой воды. Еще во времена Украины водопровод провели, но не сдали в эксплуатацию. Председатель Госкомнадзора Ленур Абдураманов отметил, ситуация должна быть незамедлительно решена. Курулган водопровод. Построенный водопровод в эксплуатацию не был сдан. Водоканал из ЖКХ Добровской администрации не приняли. И мы сейчас мучаемся без воды. Спасибо Ленуру Азизовичу, он пообещал нам помочь. Принято решение, что совместно с районом, с руководством и с ресурсоснабжающими организациями мы непосредственно туда на место выйдем, выясним проблематику, изучим и, конечно же, будем стараться, чтобы этот вопрос был планово, системно куда-то встроен, для того, чтобы люди в ближайшее время смогли надлежащим образом уже иметь воду в этом селе. На прием приехали более 20 человек со всех уголков полуострова. По всем обращениям были даны разъяснения. Помимо этого, в ближайшее время будут приняты меры в решении вопросов. Напомним, прием граждан в Госкомнадзе проводится 2 раза в месяц. Это 1 и 3 четверг по адресу город Симферополь, улица Трубаченко, 23А с 9 до 13 часов. Попасть на прием граждан можно по предварительной записи по телефону +7 3 652 552 010.
Ремонтные работы в центре Симферополя продолжаются. После майских праздников центральные улицы города были демонтированы для капитального ремонта. Обновили канализационные трубы, сейчас проводятся работы по смене проводов для телефонов и интернет-провайдеров. Делается это для того, чтобы разгрузить ЛЭП. Ремонтные работы планируется завершить до ноября текущего года. При этом подрядчики обещают, культурно-историческую часть города будут ремонтировать с особой осторожностью. Особенно это касается зеленых насаждений. Участок работы ответственный, мы постараемся сделать его на уровне. Мы жители города этого, поэтому мы бережно относимся к тому, к чему мы прикасаемся. Сроки у нас конец ноября, постараемся раньше сделать. В сроки мы 100% успеем. Спецборд МЧС доставил тяжелобольного ребенка на лечение в Москву. Пациент нуждался в срочной, высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Самолет оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшему во время перелета. На протяжении всей операции пациента сопровождали медицинские специалисты. Перевозим в Москву для дальнейшего лечения юношу с хроническими заболеваниями печени и лимфосистемы. Вот. Самолет оснащен всем необходимым для того, чтобы для оказания экстренной помощи. В сокровищнице нашего языка плодородие осени, свежесть весеннего рассвета, поцелуй ночи и гул морских волн. Эти строки принадлежат одной из знаменитых поэм великого крымско-татарского поэта, публициста, общественного деятеля Эшрефа Шемизаде. Сегодня 110 лет со дня его рождения. По всему Крыму проводятся памятные мероприятия. Одно из таких состоялось в Евпатории, но и еще в Симферополе. Выступления артистов, песни на стихи классика, именитые гости. Айша Шулакова продолжит. Будет вечным напоминанием о той жизни, о той эпохе, в которой жил и творил великий наш Эшреф Шемизаде. Эти фотографии евпаториец поэт Медат Аблялимов собирал более 20 лет. На старых снимках изображен поэт, литературовед, переводчик Эшреф Шемизаде. Это часть жизни и творчества классика и его близких. Фотодокументы Медат Ага собрал за годы работы внештатным корреспондентом в газете «Ленин Байрагы» еще в Узбекистане. Они представляют историческую ценность. Все экспонаты будут переданы в музей. А пока они украшают фотовыставку в Текие Дервишей. Эшреф Ага тоже доводится мне родственником. Здесь вот обратите внимание, вот на этом снимке Эшреф Ага дома у нас в гостях. Это мой дядя. Это юный молодой Реза Фазыл. Это Эшреф Ага. Наша семейная дружба с давних времен связывает тесной дружбой. Здесь на этом снимке наш незабвенный Вильдан. С ними это в Ташкенте, в сквере революции мы сняли. Здесь документы очень исторического даже характера есть. Эшреф Шемизаде – крымско-татарский поэт, критик, литературовед и переводчик. Уже 18 лет талантливый юноша стал редактором молодежного журнала «Козяйдын. Радостная весть». Участвовал в переходе крымско-татарской письменности с арабского алфавита на латинский. Даже попал в большую советскую энциклопедию. А затем лагеря, гонения и жизнь в ссылке. Даже статью из энциклопедии удалили. 8 лет провел в тюрьмах и сталинских лагерях за борьбу за крымско-татарский народ. Сегодня евпаторийцы собрались, чтобы отметить 110 лет со дня рождения крымско-татарского классика Эшрефа Шемизаде. Съехались гости из разных районов Крыма. Музыка, песни, выступления учеников школы. Все это часть памятного мероприятия. По традиции начали с молитвы. Эшреф агамыздың рухуна эль-фатиха. Легендарная певица, исполнительница крымско-татарского песенного фольклора Урия Керменчикли исполнила песню на стихи поэта Рустем. Много лет эту песню считали народной. Однако автором текста является Эшреф Шемизаде, а музыки – композитор Ильяс Бахшиш. Место для проведения мероприятия выбрано не случайно. Именно здесь, в этом доме, 110 лет тому назад родился великий просветитель Эшреф Шемизаде. В этих стенах он написал первые свои произведения. В его честь здесь установлена мемориальная доска. Крымско-татарская общественность уже давно добивается установки памятника Эшрефу Шемизаде. Чтобы увековечить память о нем на века, уже даже выбрали место. Он достоин этого, чтобы его памятник в Кизлеве был во весь рост. И все наши мероприятия, молодые женихи, невесты, они будут приносить клятву перед этим
его памятником, наверное, с нашей дружбы и их семьи, как он любил наш народ, и наш Крым, и наш Кизлев любил сами Шевчензаде. Печатная машинка, очки, каракулевая шапка, ручка, телефон, даже будильник. Все это личные вещи крымско-татарского поэта. В Симферополе в Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского открылась выставка. Почтить память просветителя собралась интеллигенция. Поэты, писатели, артисты, общественные деятели. Эшереф Ага отлично владел степным диалектом. Он также хорошо знал и литературный язык, использовал его в своих произведениях. У него был богатый словарный запас. Вклад Эшерефа Шемизаде в крымско-татарскую литературу трудно переоценить. Он не только творил сам, но и воспитал целую плеяду поэтов и писателей. Бессмертные произведения поэта и сейчас служат делу возрождения и развития крымско-татарской культуры. Айше Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». ДТП на повороте. Сегодня утром в районе перекрестка улиц Ульяновых и Шахматной в городе Керчи произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-99 и трактора. Легковой автомобиль направлялся в сторону института и на повороте врезался в идущий навстречу трактор. В результате аварии «девятка» получила значительные повреждения. Ее просто смяло со всех сторон. Причины ДТП выясняют правоохранительные органы. Из Москвы в Ялту на ЮБК прибыла колонна машин. Автопробег посвящен началу Великой Отечественной войны. Стартовал он 16 июня. Колонна уже посетила Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь и Симферополь. В этих городах организаторы провели ряд спортивно-патриотических мероприятий с участием студентов, школьников, воспитанников детских домов с целью объединить людей всех возрастов в стремлении вести здоровый образ жизни, чтить память предков, сохранять историю своего Отечества. Уже завтра участники автопробега посетят город-герой Севастополь. Это конечная точка. Колонна прибудет в 3:07 утра. Именно в это время, в 1941 году, началась бомбардировка города. Участники возложат цветы к мемориалу воинской славы и почтят память павших защитников Родины. По завершению автопробега у нас большая пресс-конференция, которая состоится в Симферополе. А так у нас мероприятия спортивно-патриотические в каждом городе происходят. Найти людей под завалами, в кратчайшие сроки оказать первую помощь. Специалисты Россоюзспас провели учебно-тренировочные сборы по аттестации служебных собак, подготовленных для проведения поисково-спасательных работ. Главная цель такого мероприятия – опыт и навыки, которые могут получить и кинологи, и сами собаки в условиях, приближенных к реальности. Тренировочные учения проходят в заброшенном здании в окрестностях поселка Школьное. Есть четко смоделированный план. Собаки должны найти условных пострадавших под завалами бетонных плит или в различных частях здания. Заранее подготовленные люди прячутся в укрытии, а кинолог подает команду собаке начать поиск. После обнаружения человека собака громким лаем сообщает о месте его расположения, не двигаясь с места в ожидании, пока подойдет специалист. Сборная Крыма завоевала 10 наград на чемпионате ЮФО по вольной борьбе. 3 из них золотые. Соревнования прошли в Гулькевичах Краснодарского края с 17 по 19 июня. В активе наших ребят по 3 золота и серебра, а также 4 бронзовые. Чемпионами в своих весовых категориях стали симферопольцы Ресул Машезов, Анзор Закуев и Азамат Закуев. Напомним, соревнования были отборочными к чемпионату России, которые ориентировочно пройдут в Сочи с 1 по 6 августа. Оббежать весь Крым по периметру. На полуострове состоялся забег мечтателей. Старт был дан в Симферополе, там же состоится и финиш. Ребята уже побывали в Алуште, Ялте, Евпатории, Николаевке, Севастополе, Джанкое и вот добрались до Керчи. Ими уже преодолены 600 километров, осталось пробежать всего 200. Это 3 города – Феодосия, Белогорск и Симферополь. Финиш запланирован на 24 июня в столичном парке Гагарина. По словам организаторов, назвали мероприятие «Забег мечтателей» не просто так. Человек пробегает эту дистанцию, чтобы вспомнить свою большую амбициозную цель или мечту. Запечатлеть ее на памятном сертификате и затем реализовать в жизни. Самому старшему участнику забега 73 года, а вот самому младшему всего 6 лет. Физическая подготовка для такого забега – это на самом деле вопрос второстепенный. Конечно, те, кто бежит всю дистанцию, это бегуны с опытом. А так к нам присоединяются люди, которые только начинают бегать и пробегают с нами свой первый марафон. Такими были события четверга. Увидимся уже завтра в привычное время 13:30. Оставайтесь с нами.